Исәнмесез, кадерле дусларым! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу, что за интерьер был татарской избы не конца, а со второй половины 19-го, 20-го и по сегодняшний день. Но по сегодняшний день уже это неинтересно будет. Расскажу, какой интерьер был тогда. Мы заходим через порог с правой ноги в татарскую избу. Так было положено по обычаю. Правая нога, правый ангел, а как бы на левом сидит там другой какой-то ангел, который считает наши грехи. Поэтому заходим с правой ноги, попадаем в татарскую избу. Раньше двери в татарской избе, они были маленькие, не широкие, потому что, чтобы тепло не уходило из избы. Как заходим, сразу налево или направо, смотрим, с правой стороны в моей избе стоит вот такой урындык, высокий урындык. Высокий урындык потому, чтобы зимой, если корова отелится, завести сюда теленка. И теленок живет здесь месяца 2. За этим теленком, конечно, следила я, когда была маленькая. То есть подносила горшочек, кормили, конечно, папа с мамой, может, дедушка с бабушкой, а сверху на этом урындыке лежал всегда дедушка. Почему дедушка лежал? Ну, сходит, конечно, свою работу сделает во дворе, а потом заходит и ложится. Если теленок здесь, он постоянно следил за теленком. Не постоянно, вот сколько кормить, во сколько горшочек, только командовал оттуда. Зухра, горшочек, Зухра, воду. И я, как маленькая, которая могла туда войти, все бегала. Вот этот урындык. Аталган балатпаш деп, кескіне балатпаш деп. Вот. А возле этого балатпаш, то есть возле этой, вот как мы сказали, урындык высокий, стоял для кур, я не знаю, курятник или как его назвать, вот тут, вот здесь можно было садиться, а здесь были сделаны такие решетки, там на полу был положен какой-нибудь материал, на плотном материале солома, а тут уже бегали куры, перед ним была кормушка. Кормить тоже, вовремя кормили этих кур, потому что они зимой, им холодно было на улице, и они еще яйца нам приносили. Вот такие вот дела. Дальше смотрим уже как зашли на левую сторону. На левой стороне стояла печка. Конечно, можно было за печку, как заходишь из дома, как за печку зайти. А печка была раньше у татар небольшая, я вам скажу, небольшая. Там стоял печь, на печке обязательно должен был вот такой большой казан, казан. Там всегда вода грелась или для супа, для нужд хозяйственных. Вот. И за этой печкой всегда должны были быть дрова. Печка была, она небольшая. А потом, когда уже печка стала большая, тогда, когда мы стали с русскими общаться, с заводопетровскими русскими общаться, и увидели у них такую огромную печь, оказывается, на эту печку можно еще залезть и погреть свои старики старые кости, а молодые, маленькие дети после игры в зимнее время на улице. С улицы как пришли. Далее. Тут, конечно, стояли вот эти все, как сказать, нужные вещи для самовара. Всегда стоял у печки большой самовар.
Ну, конечно, этот самовар стоял в хорошем, как бы это, от детей подальше, от маленьких. Труба, а в печке для этой трубы еще была вот тут дырочка. Когда печку, самовар ставишь на углях, воды наливаешь, а вовнутрь вот эту вот ложишь угли, и обязательно, чтобы угли хорошо разогревались, тут поддувает у самовара вот на этом месте, вот на этом. А отсюда идет труба, как бы сюда, да, и получается быстренько кипятится вода из самовара. Ну, здесь я вот, конечно, не буду пока останавливаться, потому что о ремеслах, старых ремеслах я буду останавливаться еще в наших на уроках, и поэтому буду говорить как бы только об интерьере. За печкой тут был ла киште. Киште – это вот такая полочка для посуды. Для посуды, для нужной посуды. Тут вот на второй киште, на второй полочке всегда стояли для гостей красивая посуда, а на первой то, что надо для хозяйства. Так, далее идем. Ну, коромысла эти на улице они были, как бы тут не буду пока останавливаться. Ну, обязательно на самом теплом месте висела колыбелька. Сейчас мы пройдем вот на эту сторону, чтоб не мешало. На эту сторону проходим. Вот дверь. Напротив двери нельзя было ставить урандык. Урандык – это местечко, переводится на русский язык. Уран – место, дык – как бы суффикс. Да, вот этот урандык, вот этот урандык. Этот урандык должен был быть где-то шириной, как бы сказать, ну, метра 3 или метров 5, да, как позволяет изба. А вот эта длина от стены до пола должно было быть не менее 2 метров. Потому что на этом урандыке татары, как сказать, кушали, отдыхали, занимались рукоделием женщины и спали. Другого спального места у татар не было. Был один единственный урандык. Интересно, да? Вот теперь на этом урандыке, когда наступал вечер, дедушка сходит на улицу, полностью закроет ворота, проверит скот, как там себя чувствует, все проверит, на засов все закроет, заходит, конечно, домой, а мы уже все тут, которые должны были лежать, уже на местах, то есть сидим. Девочки обязательно должны были надевать на себя платочек. Я думаю, платочек потому, чтобы, может, какие-нибудь насекомые или еще что-то, чтобы в ухо не залезли. Я так думаю. Ну, а так, вообще-то, по обычаю, девочки с малых лет, они ходят в платочках. Далее хочу сказать, вот как же они располагались на этом урандыке, если у них было 5 детей маленьких, бабушка с дедушкой, мама с папой, и еще в колыбельке спал ребенок. Вот он, спал ребенок. И как вы думаете, вот где же все-таки располагались все члены семьи? Конечно, в середине, это самое безопасное место, ложились дети, а по обеим сторонам укладывались бабушка с дедушкой, папа с мамой. Вот когда бывают у меня дети, не дети, взрослые, туристы, я всегда им задаю вопрос, на какой же стороне спали все-таки бабушка с дедушкой? Они всегда говорят, ну, конечно, рядом с ребенком. А вот тут-то не так и было.
Потому что папа с мамой, они работали целый день. А ночью за ребенком, если следить, они уже будут, у них рентабельность упадет в работе на утро, на день. И поэтому у ребенка всегда спали бабушка с дедушкой. Я не знаю про дедушку, но знаю про бабушку. Бабушка всегда ребенка пеленала, приносила к матери, если плачет ребенок, покормить, потом опять укладывала на свое место. Ночью за малышом, за ребенком следила бабушка. А вот когда тут немножко, как дедушка зашел, он заходит, ложится на свое место, и все читают молитву. Молитва была для всех, он сначала для всех, он читает всегда вслух, и мы, дети, всегда эту молитву запоминали. Молитва была такая: «Ля хауля ва ля куввата илля билляль галиль газим». Вот. Это сейчас я правильно читаю. «Ля хауля ва ля куввата илля билляль галиль газим». А раньше я читала так: «Ля куввата ва ля куввата илля билля пу-пу-пу-пу-пу». И обязательно надо поплевать, чтобы черти не подходили ко мне. Дедушка ложится, и все мы ложимся на правый бочок и засыпаем. А до этого еще он одно это действие делал. Он вот эти занавески всех собирал и закрывал. Понимаете, вот я вспоминаю, как было мне хорошо, когда он закроет. Тут папа с мамой со мной, бабушка с дедушкой со мной, мои братья или сестры со мной, на правой. И такое умиление души, что вот такого вряд ли я сейчас испытывала. Ложимся на правый бочок. Почему на правый бочок? И всегда вот по обычаю нам надо было ложиться почему-то на правый бочок. Ну, правая сторона, правая нога, правая рука как бы правее. Даже есть же какие-то нехорошие дела. Налево нельзя было нам, только с правой ноги. Ну, ночью, конечно, мы здесь могли и навзничь ложиться, и на левый бок, а на правом боку всегда хорошо спится, потому что сердце все-таки чуть-чуть же, она налево уходит, да, и поэтому, когда лежишь на правом боку, сердце как бы очень равномерно работает. Вот. Что еще хочу сказать про урындык. На урындыке не стоял, а утром рано все просыпались. Не рано, а как получается. Но если родители вставали, например, в 7, все вставали в 7 часов. Потому что с малых лет надо было детей приучать к этому, в одно время вставать. Встаем, а там уже мама с бабушкой приготовили завтрак. Убираем постельные принадлежности вот на сундук. Түшәкнең өстенә, түшәк, ястык, юрган. А сюда стелются урын-юрганлар. То есть урын-юрган местные одеяльца. Маленькие местные одеяльца. Они вот так берешь, и куда ты хочешь садиться, да? Ложишь и садишься на них, не на голое место. Все это прибирается, ставится вот такой круглый стол. Почему круглый? Стол-то круглый был. У кого-то круглый, у кого-то ромбиком, может быть, у кого-то прямоугольником. Почему? Вот по этому столу, что он круглый или прямоугольный, судили о хозяине этого дома. У него руки золотые или тяп-ляп. Если круглый стол, то говорили: о, здесь хозяин, посмотрите, как солнышко у них стол круглый. А если ромбиком или там, говорят: ну ладно, хоть так сделал стол, есть на чем покушать. И над этим урындыком еще покушали, убираем этот стол,
другое место, и тут место освобождается для игры, для детей, для рукоделия женщинам. Когда обед приходит, опять ставим стол, пообедали, опять убрали и так дальше. И еще над урындыком всегда был мавл. Мавл. Мавл – это такой предмет, что на него вешали красивые вещи. Красивые, чистые, опрятные. Вот вы зашли сразу ко мне, да? Зашли и посмотрели. Кто-то заметил, мужчины заметили стол, да, круглый. А женщины, они сразу посмотрят на мавл. Скажут, ну, богатенькая или там это опрятненькая эта бабушка. И сразу определяют по вещам. Да, чистенько, опрятно, красиво. Значит, не такая уж и она бедная. И обязательно под мавылом висел коврик. Коврик был, если кто мог, на всю стену. Ткали. Это ручная работа. Ручная работа. Этот ковер мне наткала Райсапа. Она живет по улице Свердлова. Фамилия Ондукиттем. Она вот это именно по моему заказу вот делала вот такой ковер. Вот. И на ковре еще могли, вот на верхней части могли висеть вот эти полотенца. Эти полотенца, я вам скажу, они непростые. Эти полотенца вышивала моя сестра, которой сейчас 80 лет. Мы вышивали полотенца, начиная с 5 лет. Учились, гладью вышивали. Вышивали только растительный мир. Ковры должны были, полотенца, только должна была вышивка быть только растительного мира. Нам нельзя было с глазами зверей, с глазами птиц. Нам как-то по обычаю нельзя, потому что такая была примета. Если с глазами там какое-то животное, какая-то птица или еще что-то с глазами, вот эти глаза будут глотать, сглаживать, сглаз есть слово, они будут глотать все доброе, вот то, что есть в этом доме. Вот этот урындык мы прошли, но сундук я не буду рассказывать, в сундуке всегда лежали бабушкины хорошие, красивые вещи, очень-очень, которые нафталином пахнут. Возможно, там у меня и есть. То, что вот, видите, дальше пошли. Тут хочу сказать, ну, обязательно на красивом месте должны были тоже вот вышивка, то есть это вышивка бисером, красивые вещи, обязательно это головные уборы. Мужские, женские, самые-самые-самые стояли под зеркалом. Зеркало это тоже, это зеркало в 20 веке, наверное, это было сделано каким-то мастером, оно старинное зеркало. Дальше мы приходим к тому, что чем же укрывали урындык, чем же укрывали пол. Ну, они были рукодельницы, татары мои. Все те, которые ремесла есть, я вам расскажу на следующий раз, обязательно расскажу. Еще в этом доме висели старинные фотографии. Старинные фотографии – это те, которые когда-то бабушка, может, моя бабушка есть, а на фотографии прабабушки уже нету. Самые дорогие мои сердцу люди должны были висеть на фотографиях. Вот эти фотографии, тут фотографии сверху наши, тоже про Сандугач. Сандугач здесь мы занимаемся, у нас ансамбль татарской песни Сандугач, но сейчас знаете, что эпидемия и все прочее, пока
не получается собираться. Ну, здесь наши, мы и в Москве были, и в Казани были, и в Казахстане были. Ну, где не были, не буду, ладно, говорить об этом. Все было хорошо, но я надеюсь, что будет еще лучше. Мы же люди, мы обязательно найдем лекарство этому коронавирусу. И я думаю, такие люди, как я, 65 с плюсом, мы возродимся еще раз. Что я еще упустила? Упустила я, возможно, вот этот элемент. Вот этот элемент, то есть этот предмет. Этот аркан, он висел не для красоты, а как только дом построят, и на матице всегда был крюк. Я всегда спрашивала, а что за крюк и на кого там мама, и на кого, что за крючок там висит? А она все время говорила, узнаешь, когда вырастешь. Ну и вот, и я и узнала, когда выросла, до 3 лет. До 3 лет выросла, и мама мне сказала, Зухра, в ту комнату нельзя заходить. А там в дверях была щель. Но я же не буду сидеть одна на урундыке, вот в этой пустой комнате. Я, конечно, подошла, как-то забралась и смотрю в эту щель. Ну, вот этот аркан, который повесили, он как бы палатаптратан орган, палатаптратан. Это родильное отделение, можно сказать. Хватаясь вот за этот аркан, как она называется-то, по-русски забыла, кендекчави, и роженица, и еще одна помощница, тут на свет рождался ребенок, вот в этой комнате, вот в этой половинке. Вот для этого вот этот аркан и был нужен. Многие не знают об этом, но я своими глазами видела, как этот аркан висел, и как родилась Камиля у Карика Малапа. Вот такие вот дела. Возможно, кое-что упустила, ну, возможно, и нет, но мы догоним что-то упущенное, обязательно раскроем в следующий раз на другом уроке. Но другой урок, конечно, я посвящу нашим старинным ремеслам. Те ремесла, которые у нас в татарской избе есть. Обо всем расскажу. А сейчас я с вами прощаюсь. Сау булахас. Я вас очень люблю. Сау булахас. До свидания.